Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем наш сегодняшний вебинар. И этот вебинар в линейке является уже последним, поскольку мы работали и со школами-лидерами, и с представителями муниципальных педагогических служб. А сегодня мы встречаемся как раз с представителями школ-участников проекта «Эффективная школа» 2020 года. Тема нашей сегодняшней встречи будет посвящена разработке документа программы перевода школы в эффективный режим функционирования. В самом начале мы рассмотрим основные положения, опять же, по этому проекту, наши ближайшие мероприятия, ближайшие задачи, которые перед нами стоят, и все то, что изменилось уже в настоящий момент, по крайней мере, даже после международного методического семинара. Ну и в самом конце мы рассмотрим как раз примерные требования к разработке данной программы перевода школы в эффективный режим функционирования. Хочу напомнить, уважаемые коллеги, что у нас всегда есть с вами возможность задать вопросы. Это верхний угол, в данном случае, там, где у нас есть вкладка материала «Вопросы участники режима». Вы можете оставлять их там или писать непосредственно в чате. Мы постараемся отслеживать и отвечать на них по возможности и так далее. Итак, в самом начале мне хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что этот вебинар для школ-участников проекта, и я надеюсь, что мы сегодня будем работать именно с представителями данных школ. Мне хотелось бы начать с общей характеристики проекта и еще раз напомнить, что у нас есть базовые документы, которые позволяет нам данный проект реализовывать на территории Республики Коми. Это, конечно же, соглашение, в данном случае между Республикой Коми и Министерством просвещения, в частности, о выделении средств для того, чтобы мы проводили мероприятия по повышению качества образования в школах, которые демонстрируют низкие образовательные результаты, или школы, которые функционируют в неблагоприятных социальных условиях. Ну и, конечно же, это региональные приказы Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Их сейчас уже в настоящий момент достаточно много, и это об утверждении плана графика по реализации данных мероприятий, и это утверждение, собственно, списка участников и так далее, и ряд других. Главная цель данного проекта – это, конечно же, повышение качества образования в школах Республики Коми с низкими образовательными результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. У нас есть определенные обязательства, которые перед Республикой непосредственно поставила Федерация в отношении достижения показателей. То есть в данном случае Федерации достаточно, чтобы 60% всех, собственно, региональных систем общего образования принимали участие в данном проекте, но непосредственно само Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми обеспечивает в данном случае стопроцентный охват всех муниципалитетов, которые будут включены непосредственно в этот проект. Также по окончании реализации данного проекта мы попытаемся установить устойчивую положительную динамику качества подготовки в общеобразовательных организациях, которые участвуют в проекте, осуществление ротации школ, и я уже говорил и на предыдущих вебинарах, и на мероприятиях международного методического семинара о том, что принципы у нас несколько изменились, и ротации школ у нас была осуществлена в отношении школ-лидеров и в отношении школ, собственно, участников. Далее, это полнота комплекса мер кадровой поддержки школ с низкими образовательными результатами. И здесь действительно система мер достаточно разнообразная, и фактически институт, являясь региональным оператором данного проекта, и по окончании каждого квартала фактически отчитывается о тех мерах, которые были предприняты для именно кадровой поддержки школ, которые функционируют в неблагоприятных социальных условиях, либо школ, отличающиеся с низкими результатами обучения. У нас есть основные направления, которые определены, в общем-то, и закреплены за функционалом непосредственно института. Буквально тоже несколько из них. Это разработка и реализация региональной концепции, которая в настоящий момент уже разработана, и думаю, что будет размещена. В частности, региональная концепция была представлена, некоторые ее выдержки на международном методическом семинаре.
Далее, проведение в 100% общеобразовательных организаций субъекта Российской Федерации анализа данных об образовательных результатах и внешних социальных условиях работы. Мы отчасти модернизировали методику выявления и, основываясь на принципах и территориальности, и объективности, и доступности и так далее, фактически обеспечили коллегиальное решение вместе с муниципалитетами по определению участников данного проекта в 2020 году. И поскольку такие вопросы возникали и у школ-лидеров, и у школ-участников, еще раз хочу обратить ваше внимание, что данное согласование непосредственно осуществлялось между министерством, между муниципалитетами, ну и мы, как оператор в данном случае этого проекта, мы в данном случае осуществляли функцию именно подобного согласования. Далее, это такое направление, как разработка региональной программы и муниципальных программ поддержки школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Отчасти региональная программа тоже была представлена на отдельных мероприятиях международного семинара. Ну и на вебинаре с муниципалитетами мы также обсуждали, какой может быть примерная структура программы поддержки школ и так далее. Хочу сразу забежать вперед, потому что есть представители как раз именно муниципальных методических служб среди участников. Я хочу обратить ваше внимание, что обещанные мной методические рекомендации буквально, наверное, по завершению научно-методического совета института будут размещены уже до конца этой недели, для того, чтобы можно было их использовать непосредственно, ну, как некое руководство, возможно, к созданию данного документа. Далее, это создание региональной и муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи общеобразовательным организациям на базе консультационных центров, пунктов и так далее. К числу также направлений деятельности можно отнести именно разработку 100% общеобразовательных организаций, вошедших в региональную программу, школьных программ повышения качества образования. Вот этот момент, вот это направление деятельности, уважаемые участники проекта, уважаемые школы-участники, будет касаться, собственно, вашей разработческой деятельности, вашей, собственно, такой проектной деятельности, где мы предлагаем в рамках реализации данного проекта вместе непосредственно со школами-лидерами, вместе с экспертами, так скажем, да, и от института, и вместе с представителями муниципальных методических служб включиться непосредственно в эту работу. Далее, это заключение партнерских договоров о сотрудничестве школ со школами-лидерами для оказания самых разных видов, в данном случае, поддержки. В настоящий момент, как я полагаю, подобный, в общем-то, процесс продолжается, и некоторые договоры уже размещены на платформе «Мобильный методист», об этом я скажу несколько позже. В этом отношении у нас управление образованием непосредственно муниципального района Печоры, да, в данном случае уже разместило данные договоры между школой-лидером и школами-участниками данного проекта. Введение в школах с низкими результатами обучения, в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, штатных должностей и так далее. Ну, по крайней мере, мы обсуждаем в данном случае возможности и условия создания. Проведение мониторингов реализации региональных муниципальных программ поддержки школ, отношений и так далее. И действительно, 30 числа у нас закончился, в общем-то, мониторинг как таковой, но в связи с новым вариантом работы, с удаленным вариантом работы, у нас несколько затянулся процесс, в данном случае, обработки результатов мониторинга. Я думаю, что до праздничных дней, то есть до 12 июня, мы разошлем в данном случае результаты данного мониторинга, которые школы-участники могут использовать для разработки уже программ перевода школ в эффективный режим функционирования. Запланировано достаточно большое количество мероприятий, в том числе и в сетевой форме, и одно из них мы уже провели, в данном случае это международный методический семинар. Он впервые был таким онлайн, во-первых, во-вторых, 4 дня, в-третьих, очень достаточно много мероприятий самых разных непосредственно спикеров. Мы уже проанализировали в данном случае характер участия каждого непосредственно участника и так далее.
И сейчас решается вопрос непосредственно о выдаче сертификата. Для того, чтобы его получить, по итогам участия в международном методическом семинаре нужно предварительно на сайте семинара пройти анкетирование. И после этого уже специалисты, работающие с базой, непосредственно одобрят получение данного сертификата, но при определенных условиях. Данные семинары у нас будут непосредственно проводиться еще и в осенний период, то есть во второе полугодие, там, где мы также проведем межрегиональный семинар. У нас есть определенные обязательства, где мы будем обсуждать непосредственно наш опыт республики по поддержке школ и также в данном случае иные мероприятия, которые мы запланировали до конца непосредственно года по обмену опытом. Вы видите здесь условное описание участников проекта. Всего 57 образовательных организаций Республики Коми включены непосредственно в 2020 году в проект. Среди них 20 школ-лидеров и 37 школ-участников. Вы видите, что это достаточно разный по составу. У нас 5 основных общеобразовательных школ, у нас 46 средних общеобразовательных школ, 1 средняя общеобразовательная школа, детский сад, ну и 3 гимназии, кадетская школа, лицей, тоже в единственном виде и так далее. Это что касается непосредственно участников. Вся информация об участниках проекта, она представлена на платформе «Мобильный методист». Мы будем с вами говорить также об информационном сопровождении непосредственно данного проекта. И вы можете увидеть, обнаружить достаточно много информации именно на этой платформе. На мероприятиях международного методического семинара мы уже презентовали, в общем-то, данную республиканскую модель поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Она, вы видите, является, в общем-то, школоцентрической, если так можно назвать непосредственно, где в центре, в общем-то, непосредственно у нас находятся школы-участники проекта. И далее вы видите в форме наслоения в центральной части данного рисунка, какие непосредственно структуры участвуют в сопровождении непосредственно функционирования школы и создания условий для того, чтобы она вышла в эффективный режим функционирования. Это, по сути, установление горизонтального взаимодействия со школами-лидерами. И эти школы-лидеры у нас функционируют в данном случае в том муниципалитете, где и определены школы-участники проекта. Если в первом году реализации проекта у нас был межмуниципальный характер данного взаимодействия, то, естественно, оценив итоги и эффективность подобного взаимодействия, мы пришли к, в общем-то, к реализации территориального принципа. Также посмотрите, пожалуйста, вместе с муниципальными органами управления образованием и вместе с институтом, да, созданы в данном случае команды, школьные команды, и опять же на платформе «Мобильный методист», там, где размещена непосредственно информация об участниках проекта, вы можете найти данные специалистов и от муниципалитета, и от КРИРО в данном случае, которые могут непосредственно осуществлять сопровождение вашей деятельности по разработке тех же самых программ и так далее. И если вдруг, например, вы не сможете установить контакты или связи с данными специалистами, в данном случае я имею в виду в первую очередь КРИРО, вы можете написать непосредственно мне по электронному адресу, и фактически я это моя обязанность будет непосредственно состыковать непосредственно вас и вашего руководителя от института. Ну и также выйти на специалиста, который сопровождает данный проект на уровне муниципалитета. Естественно, общим, собственно, куратором реализации данного проекта в субъекте, то есть на территории Республики Коми, у нас выступает Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Мы предоставляем информацию и отчеты о том, как реализуется данный проект. Также мы заполняем федеральную статистическую отчетность о реализации данного проекта. То есть фактически проходим еще и определенные контрольные процедуры. В целом все это представляет собой республиканскую управленческую команду, но и на фронтонах, в данном случае слева и справа, вы видите, что здесь представлены самые разные, в общем-то, и мероприятия, и непосредственно объединения, так скажем, да.
те документы, которые у нас сопровождают реализацию данного проекта. Например, вы видите региональную концепцию, региональную программу, муниципальные программы, о которых я говорил и так далее. Ну и основные направления – это консалтинговое тьюторское сопровождение, организация сетевого взаимодействия, разработка методических и инструктивных материалов, проведение непосредственно семинаров, вебинаров, круглых столов, конференций, осуществление непосредственно профессиональной диагностики при проведении курсов повышения квалификации, ориентированных на выявление профессиональных дефицитов. Также проведение мониторингов, входной мониторинг у нас уже пройден. У нас в сентябре-октябре состоится непосредственно промежуточный по минимальному количеству, так скажем, показателей, и итоговые мы будем проводить уже в декабре. Ну и, конечно же, курсы повышения квалификации, как одно из направлений реализации данного проекта. Об этом сегодня у нас тоже будет информация, достаточно актуальная, так скажем. Ну и те, в общем-то, ресурсы, которые позволяют нам реализовывать этот проект. Это ресурсы, обеспечивающие, в общем-то, информационное непосредственно сопровождение. Информационное сопровождение проекта осуществляется через сайт института. Вы видите, здесь прямая ссылка. Ну и через платформу «Мобильный методист», metod.kiro.ru, здесь появился лишний электронный адрес непосредственно сайта профессиональных конкурсов. Именно на этом ресурсе, который создан для проекта, у нас имеются самые разные вкладки. Это документы, это методические материалы, это непосредственно курсы, и информация по ним как раз будет для летней дистанционной школы несколько обновлена. Буквально в ближайшие дни и дополнительное информационное письмо об этих курсах непосредственно придет в школу, так скажем. Да? У нас непосредственно обозначены команды. И, коллеги, уважаемые, если у вас зависло видео и пропал звук, попробуйте перезагрузить, и я думаю, что картинка и звук появятся еще раз, да, в данном случае. Обращаю ваше внимание на то, что здесь размещены непосредственно у нас как актуальные материалы, так и архивные материалы. Архивных материалов достаточно много. Это материалы, которые были разработаны участниками проекта предшествующих лет, ну, в частности, прошлого года точно, и некоторые из них продолжают в статусе непосредственно либо школы-участника, либо школы-лидера, продолжают непосредственно свою деятельность, и фактически те материалы, которые ими были уже разработаны, они, опять же, могут быть взяты за основу для того, чтобы разработать уже документы в этом непосредственно году. На что мне хотелось бы обратить ваше внимание, да? Вот вы видите, как раз здесь и представлена частично информация. Но я позволил себе уже, извините, если возможно, так скажем, да, кому-то это покажется уж слишком и так далее. Вы видите, что в правой части вы можете найти список команд. Список команд 2020 года, он уже заведен, и там фактически, кликая непосредственно на каждую из них, вы можете обнаружить те документы, которые размещаются, в общем-то, в сообществе. И в левой части данного слайда вы видите, что здесь уже представлены как раз заключенное партнерские соглашения между школой-лидерами и школами-участниками, которые функционируют на территории муниципального образования, муниципального района непосредственно Печоры. Все программы, которые разрабатываются и школами-лидерами, и школами-участниками, и партнерские соглашения, и даже муниципальные программы могут размещаться в этом сообществе, которое как раз и отражает непосредственно данные документы. Материалы сообщества в данном случае – это не только документы. Это также могут быть и определенные события, которые были проведены или были осуществлены в рамках взаимодействия между школой-лидером, школой-участником, между муниципалитетом и конкретно школой-участником и так далее. И здесь вы уже самостоятельно в данном случае в информировании, так скажем, да, общественности в рамках своей группы, своего сообщества, какие мероприятия непосредственно были проведены и осуществлены. Ну и, собственно, о ближайших мероприятиях. Значит, запланирован старт
15 июня, то есть в середине непосредственно месяца, примерно до 2 октября, то есть до мероприятий, которые посвящены, как правило, Дню учителя, мы проведем непосредственно грантовый конкурс модели перевода школ в эффективный режим функционирования. Для участия в этом конкурсе каждой школьной команде, а мы надеемся, что в 2020 году в конкурсе примут участие непосредственно все 20 школьных команд, нужно будет как раз представить в совокупности все те документы, которые разрабатываются и школой-лидером, и школой-участником, и муниципалитетом, и те документы, которые подтверждают, что у вас есть партнерские соглашения либо договоры. То есть все данные разработческие документы, они будут просто-напросто рассматриваться как конкурсные. Грантовый конкурс проводится в целях непосредственно осуществления финансовой поддержки, в данном случае школ, участвующих в этом проекте. Хочу обратить ваше внимание, что независимо от участия, по результатам каждая школьная команда будет иметь в данном случае не только, например, диплом победителя или призера, или сертификат участника, но и еще денежный приз в данном случае. Конечно, он будет дифференцирован относительно победителей, относительно призеров и так далее, относительно участников. Но на настоящий момент мы запланировали следующим образом, что первое место в данном случае, оно будет, так скажем, одарено следующим денежным, так скажем, грантом, да, это 500 тысяч рублей, второе место 400 тысяч рублей, третье место 300 тысяч рублей, которые будут дифференцированы также оргкомитетом, разделены между школами-лидерами и школами-участниками, в том числе и внутри школьной команды. Также мы планируем, что и участие должно быть определенным образом поощрено, и фактически сумма данного поощрения будет непосредственно составлять примерно 50 тысяч. То есть вот, исходя из такого вот, данные средства могут быть использованы для приобретения основных средств, для осуществления в данном случае повышения квалификации работников, для оформления подписки, в том числе электронной в данном случае, и руководителям, и заместителям, и педагогам и так далее. То есть фактически мы создали условия для того, чтобы школьные команды достаточно комфортно, разрабатывая поэтапно непосредственно все документы, аккумулировав их от одной школьной команды, разместив их, возможно, да, либо где-то специально на сайте, либо даже на платформе «Мобильный методист» и так далее, могли принять участие в этом непосредственном мероприятии. Ну, как я уже говорил, примерно сентябрь-октябрь и декабрь – это промежуточный и итоговый мониторинг. Далее, в октябре запланирована научно-практическая конференция. В данном случае она планируется в онлайн-формате «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». Эта конференция является традиционной. Она является, по сути, по реализации проекта обязательной. И фактически мы ее включаем в качестве такого базового мероприятия ежегодно. То же самое межрегиональный семинар, это модели и механизмы. Мы планировали провести одновременно оба события. Надеюсь, что и в 2020 году у нас все это получится и состоится. Если говорить о ближайших задачах, нет, прежде чем мы к ним перейдем, давайте вернемся к функциям школ-участников. На сайте института в разделе «Проект «Эффективная школа» и на сайте «Мобильный методист» вы можете знакомиться с функциями школ-участников. Так, школы-участники проекта со стороны образовательной организации, в данном случае, руководство в рамках проекта может осуществлять как непосредственно руководитель образовательной организации, то есть директор и так далее, или официальное лицо из педагогического управленческого состава образовательной организации, которое в данном случае назначается руководителем образовательной организации, это может быть заместитель директора и так далее, любое какое-то иное лицо, которое, собственно, возглавит данное направление деятельности. Ну и второй момент, конечно же, один в поле не воин, мы с вами все это прекрасно понимаем, поэтому рекомендуется, конечно же, создать рабочую группу проекта, функционал, в который будет входить как раз разработка программы перевода школы в режим эффективного функционирования и улучшения образовательных результатов. Это обеспечение взаимодействия со школой лидера,
органами управления образованием, другими школами-участниками проекта. Никто не запрещает в данном случае взаимодействовать, например, на уровне межмуниципальных каких-либо связей и так далее. То есть такие, возможно, мероприятия и проекты были бы достаточно интересны. Вот. А это в данном случае обеспечение, так скажем, да, или создание условий для повышения квалификации либо обучения сотрудников школы. Об этом мы поговорим с вами чуть-чуть попозже. Назначение ответственных за подготовку отчета и других документов в рамках реализации проекта, то есть те, которые непосредственно потребуются. Да. У нас, как правило, потребуется для этого участники, которые будут представлять, собственно, мониторинговую информацию, ну и ряд других непосредственно моментов. Ближайшие задачи. На что мне хотелось бы обратить ваше внимание. Вот я не зря показал вам на платформе «Мобильный методист» о том, что уже школьные команды муниципального района Печора уже договорились о взаимодействии. Нам бы хотелось, чтобы в данном случае партнерские соглашения, а я думаю, что они уже заключены, в данном случае договоры, также были размещены непосредственно в этом сообществе. Если у вас вдруг не получается на платформе «Мобильный методист» разместить какую-либо информацию, вы можете спокойно написать мне, либо позвонить, и я в данном случае вас сориентирую, каким образом это можно сделать, если возникают определенные технические трудности. Второй момент. Мы хотели бы привлечь, если педагоги школ участников проекта не включены в профессиональные методические объединения, как раз их в работу данных профессиональных методических объединений. То есть и управленческих кадров, например, и заместителей, и директоров и так далее, да, и, собственно, педагогических кадров в республиканских профессиональных сообществах. У нас, вы видите здесь ссылку, да, на открытое образование Республики Коми. Это портал, где, собственно, у нас есть вкладка «Республиканские методические объединения», и там есть две, по сути, кнопки. То есть регистрация в РМО, то есть Республиканском методическом объединении, и регистрация в муниципальном методическом объединении. Я понимаю, что большинство в данном случае педагогов уже могут быть участниками данных республиканских методических или муниципальных методических объединений, но, в принципе, я думаю, что этот процесс, так скажем, можно продолжить в отношении тех педагогов, которые еще не вступили. Тематика заседаний достаточно разнообразная, она касается, в общем-то, и образовательных результатов, и современных технологий. То есть, по сути, это те предметы взаимодействия, да, которые лежат, собственно, во главе угла нашего проекта в том числе. Дальше. Это, конечно же, разработка программ перевода школ в эффективный режим функционирования. Здесь условная дата, конечно, обозначена. Это второй, в общем-то, квартал 2020 года. Но мы понимаем, что это, если этот процесс только начать, в данном случае, то, конечно же, наверное, какая-то определенная полноценная программа может уже появиться к началу учебного года. Желательно, конечно же, этот процесс завершить к началу учебного года. Если у кого-то получится непосредственно раньше, мы будем очень рады и благодарны, конечно же. И просим вас подобные программы размещать в данном случае на портале «Мобильный методист», на платформе «Мобильный методист» в своем непосредственном сообществе. И вот дальше посмотрите, пожалуйста, ближайшие задачи. Участие в курсах повышения квалификации, организованных непосредственно Центром реализации государственной образовательной политики и информационных технологий. Сначала об этих курсах. Это федеральная, в данном случае, государственная, да, в данном случае автономная образовательная организация, дополнительного профессионального образования. Так вот, буквально на этой неделе, возможно, в муниципалитет уже придет письмо от министерства по составлению в данном случае списков участников курса повышения квалификации, которые организуются данным непосредственно центром. Кто именно планируется? Это педагоги по русскому языку, ну и понятно, да, что по литературе. Это математика, это физика, химия, биология. То есть вот те 5 предметов, и учителя, соответственно, преподающие по этим предметам, по решению, так скажем, Министерства просвещения рекомендовано, да, но очень-очень настоятельно, что педагоги школ участников проекта,
частности нашего проекта, должны непосредственно принять участие в курсах повышения квалификации. Данные курсы повышения квалификации бесплатные. Еще раз подчеркиваю, они бесплатные. Все курсы повышения квалификации, которые реализуются в рамках проекта, они, конечно же, бесплатные. Второе. Данные курсы у нас заочные с применением дистанционных образовательных технологий. И третье. Очень длительный, так скажем, срок обучения. То есть с 1 июля по 30 ноября. 1 июля, 30 ноября. То есть школы-участники, уважаемые руководители, либо заместители и так далее, а также представители муниципальных методических служб, органов управления образованием, я полагаю, да, что до конца этой недели действительно подобный запрос придет. Он касается в том числе и школ-участников данного проекта, поскольку рекомендовано республике до 25% каждой, собственно, категории учителей обеспечить непосредственное участие в данном курсе повышения квалификации. Итак, дополнительно ждите непосредственную информацию по этому поводу. Значит, общее количество часов программы составляет 112. Мы понимаем с вами, что поэтому достаточно продолжительный период обучения на этих курсах и так далее. И второй момент – это курсы повышения квалификации, которые организуются непосредственно Комреспубликанским институтом развития образования. В связи с пандемией, да, и в связи с тем, что мы планировали начать очное обучение уже в апреле-мае, мы переносим данные курсы на сентябрь-октябрь. Понятно, что это вторая половина сентября, весь октябрь. Ну и, может быть, первая декада ноября, да, по примерно тем же самым категориям. То есть у нас будут предложены курсы для руководителей школ, для заместителей руководителей. Далее для учителей русского языка, для учителей математики, для учителей, которые преподают историю и обществознание, и для учителей мы ориентировались на географию и биологию. То есть данные курсы у нас состоятся непосредственно уже во втором полугодии. Информация об этих курсах также будет размещаться в данном случае и персонально направляться всем школам-участникам. Ну и, соответственно, данные курсы также будут бесплатными. Они будут проводиться, может быть, частично, да, в Сыктывкаре, может быть, частично, как мы по опыту прошлого года проводили их в городе Инта. Но посмотрим, да, насколько это действительно будет удобно и возможно это сделать в этом году, о чем мы обязательно сообщим. Также хочу обратить ваше внимание на то, что мы обеспечиваем непосредственно, если проводим курсы даже в Сыктывкаре и так далее, обеспечиваем проезд и проживание. То есть это осуществляется за счет непосредственно средств данного проекта. И поэтому мы хотели бы, да, чтобы педагоги непосредственно достаточно активно приняли участие и в этих курсах повышения квалификации в том числе. На лето мы планируем, в общем-то, организацию летней дистанционной школы. Вы можете сориентироваться на те курсы, открытые в первую очередь, которые там размещены. Данные курсы, как я полагаю, они останутся. В данном случае их можно будет пройти в течение летнего периода. Также для школ-участников проекта, для педагогов будет предложен ряд курсов, на которых необходимо будет пройти определенную регистрацию, записаться и так далее. И вся эта информация, она как раз вот в течение июня месяца будет также непосредственно предоставлена. Это делается для того, чтобы, ну, мы понимаем с вами, что понятно, что и отпуск и так далее, но если педагог найдет время, в общем-то, обратиться к ним, то может непосредственно и за летний период повысить свою квалификацию. Ну и, как я уже анонсировал, еще одно мероприятие ближайшее – это, конечно же, грантовый конкурс модели перевода школ в эффективный режим функционирования, который стартует буквально с середины июня и продлится до октября месяца. Длительный период обусловлен как раз предоставлением возможности создать данные документы и представить их буквально в конце непосредственно августа и так далее. Далее.
Относительно партнерского соглашения, понимаю, что те участники вебинаров, которые, наверное, уже присутствовали в данном случае и со школами-лидерами, и с муниципалитетами, видели это, но я хотел бы обратить ваше внимание, что пример партнерского соглашения либо договора, он размещен в данном случае на сайте metod.kiro.ru, то есть на платформе «Мобильный методист». Вы видите, здесь есть ссылка. Вы можете зайти непосредственно в методические документы либо в документы, и если вы не найдете в актуальных, то можно найти непосредственно их в архиве. Условно, пример партнерского соглашения должен включать непосредственно преамбулу, которая указывается в данном случае, какие образовательные организации договариваются, и, собственно, далее выделяются такие условные блоки, как предмет договора, сроки действия соглашения, прочие условия, ну и, конечно же, реквизиты сторон. Примерное содержание блоков может выглядеть следующим образом. В частности, например, да, то есть что здесь представлено. Например, средняя общеобразовательная школа номер 1, это условное название, в лице директора, например, да, оказывает консультационную помощь директору средней общеобразовательной школы номер 2 в части разработки и принятия управленческих решений по повышению качества обучения и воспитания, коррекции процесса управления и перевода образовательной организации в режим эффективного функционирования и развития. Ну и далее, то есть здесь могут быть консультационные услуги, здесь могут быть непосредственно педагоги-тьюторы оказывают консультационные услуги и учителям и так далее. Это может быть договоренность о проведении мероприятий на базе непосредственно школы, участника данного проекта. Это могут быть непосредственно какие-то иные мероприятия, которые проводятся в сетевом формате и так далее. То есть в данном случае этот предмет очень условный. Здесь очень важно как раз договориться о конкретных реальных шагах со школой-лидером в данном случае. И, уважаемые коллеги, если школа-лидер не инициирует взаимодействие и встречу, пойдите или сделайте в данном случае первый шаг сами и актуализируйте непосредственно эту деятельность, потому что мы тоже сталкивались отчасти с такой же вот непосредственной ситуацией. Я хочу обратить ваше внимание, что в первую очередь подобные договоренности позволяют нам четко очертить, так скажем, да, наш предмет взаимодействия, понимать и нашу ответственность друг перед другом, и, собственно, те цели, которых мы хотим достичь, по сути, организуя подобное взаимодействие. Ну и, собственно, то главное, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, а именно программа перевода школ в эффективный режим функционирования. То есть мы возвращаемся к нашей главной теме. Я благодарю тех, кто у нас на протяжении почти 40 минут, опять же, слушал об этом проекте. Так вот, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание. Программа перехода или перевода школы в эффективный режим работы либо функционирования, она предполагает достаточно часто долгосрочный переход. И большинство школ-участников проекта и школ-лидеры говорили об этом, когда мы обсуждали непосредственно и промежуточные результаты, и итоги реализации данного проекта. В целом, для чего необходима данная договоренность в виде соглашения, договоров и так далее? Вы можете данный договор определить не обязательно только на календарный год, в рамках которого осуществляется реализация данного проекта. Это будет все зависеть от ваших непосредственно совместных решений между школой-лидером и школой-участником. Фактически реализация в рамках проекта, так скажем, да, вот подобного взаимодействия, подобной коллаборации предусматривает заключение договора, но и, соответственно, да, возможно, программу перехода на, по идее, календарный год. Мы с вами понимаем, что первое полугодие у нас действительно уже достаточно упущено, поэтому фактически, как рекомендация, вы можете, разрабатывая программу, сориентироваться на последующий учебный год, то есть 2020-2021. Далее. Ну и понятно, что главная цель данного перевода – это новое качественное состояние. Главная цель, конечно же, это улучшение образовательных результатов учащихся. И для этого планируется изменение всех приоритетных областей, в данном случае это преподавание,
управление и в целом образовательная среда школы. В условиях ограниченности ресурсов программа, по сути, перевода школы в эффективный режим функционирования ориентирована на использование чаще всего внутренних ресурсов. Но поскольку мы говорим о взаимодействии со школами-лидерами, с другими структурами, которые сопровождают реализацию проекта и так далее, то здесь у нас как раз появляются возможности использования ресурсов других, в том числе образовательных организаций, в части именно в той части, в которой вы непосредственно сможете договориться между собой, скажем. Чаще всего, конечно же, данная программа рассматривается или может рассматриваться как часть программы развития школы в целом, как одна из. Ну и поскольку программа перехода школы в эффективный режим работы, как это у вас зафиксировано на слайде, строится на основе модели эффективной школы, поэтому она главным образом может быть сфокусирована на качестве управления, на качестве преподавания, на результатах учителей и учеников, то есть, по сути, на результатах обучения и учения, и на качестве образовательной среды и школьного климата. Вот на этом я пока сейчас остановлюсь, и остановлюсь именно на данном фокусе. Данный фокус был обозначен непосредственно и в мониторинге, в входном мониторинге. Все школы-участники у нас непосредственно отвечали на вопросы, касающиеся именно этих блоков. Хочу обратить ваше внимание на то, что мы ориентировались на самооценку тех специалистов, которые в данном случае обеспечивали, так скажем, или осуществляли, по сути, мониторинговые исследования. Так вот, в отношении непосредственно предварительных результатов мониторинга хочу сразу сказать, что главными непосредственно, так скажем, проблемами у нас достаточно часто, по мнению респондентов, определяются в качестве преподавания. Далее, это отчасти качество образовательной среды, то есть данных трудностей у нас встречается гораздо непосредственно реже в целом. Ну и это некий, так скажем, особый контингент, с которым не всегда, например, педагогические работники готовы в данном случае работать или владеют компетенциями, владеют психолого-педагогическими технологиями, например, адресной поддержки и так далее. Вот чаще всего непосредственно проблематика возникала непосредственно вот в этих блоках, в этих областях. В целом хочу сказать, что, конечно же, ситуация в любой школе всегда будет индивидуальной, поэтому вы в первую очередь должны ориентироваться на результаты углубленной диагностики всех школьных процессов, которые вы можете провести по итогам непосредственно учебного года. Вы можете сориентироваться на внешние, так скажем, данные, оценки, которые будут предложены. В частности, я уже анонсировал, что мы постараемся до 12 июня направить результаты входного мониторинга для того, чтобы вы могли уже использовать эту информацию для разработки непосредственно своих программ. Также по реализации проекта мы постараемся в отношении тех мониторингов, которые проводились, в частности, институтом, также обеспечить вас информацией персонально, если образовательная организация, участвующая в нашем проекте, принимала непосредственно участие в мониторингах, проводимых непосредственно институтом, чтобы вы тоже могли данную информацию использовать при разработке этой программы. На что мне хотелось бы еще раз обратить ваше внимание. Значит, для создания программы целесообразно, как отмечают достаточно часто разработчики, выбрать от 2 до 4 приоритетных направлений. То есть это не какие-то мелкие, например, задачи, а именно направления, именно индивидуальных для конкретной школы, то есть для вашей школы. И в каждом из этих приоритетных направлений нужно поставить непосредственно цели, определить задачи. Фактически, посмотрите, пожалуйста, в числе приоритетов или возможных приоритетов могут быть, например, достижение предметных результатов, то есть достижение более высоких показателей по предметным результатам. По проблематике, связанной с оцениванием и учетом результатов, по партнерству с родителями, по поддержке профессионального развития педагогов и так далее, по в целом организации школьной среды, которая
ну, создавало бы условия для, например, личностного развития школьников и так далее. Для того, чтобы предметные результаты в данном случае с учетом особенностей среды, да, каким-то образом непосредственно изменялись и так далее. В контексте индивидуальной поддержки учеников. Еще раз говорю, что это просто-напросто пример. Хочу обратить ваше внимание, что именно качество той глубины, так скажем, диагностики, да, школьных процессов, которые вы проведете, и может лечь в основу при определении данных приоритетов. Выбирая приоритеты, как предлагают некоторые специалисты, необходимо ответить на вопросы, да, то есть что именно мы хотим изменить и какие проблемы решить. Далее, какие данные или, например, доказательства подтверждают, что мы правильно выбрали проблему и сформулировали приоритеты. Почему и насколько решение этой проблемы или выделение этого приоритета важно? На что оно повлияет и каким результатам и эффектам приведет. Ну и будет ли польза для учеников от того, что вы сфокусируетесь на решении, или мы, например, да, сфокусируемся на решении именно этой проблемы. Да, то есть какая польза и как мы это поймем. И здесь хочу обратить ваше внимание, не обязательно могут быть только ученики. Это могут быть и учителя, это могут быть непосредственно родители, законные представители, несовершеннолетние граждане и так далее. Но я думаю, что у большинства непосредственно руководителей, заместителей, конечно же, богатый управленческий опыт, поэтому я не настаиваю на каких-то непосредственно схемах и прочем, потому что я на 100% уверен и в компетентности руководителей, конечно же, в их возможностях самостоятельно разрабатывать подобные документы. Наша задача непосредственно методически сопроводить этот процесс, и поэтому мы предлагаем некоторые, так скажем, рекомендации. Вот и следующая как раз рекомендация – это, еще раз обращаю ваше внимание, примерная структура программы перевода школ в эффективный режим функционирования. То есть вы можете на нее опираться, вы можете на нее не опираться. Вы можете посмотреть опыт других школ и так далее и разработать свои программы. Как правило, в программах, если мы говорим именно о программе, имеется, ну, я здесь не написал, конечно же, титульный лист, понятно, что это неотъемлемая часть любой программы, это ее паспорт, это пояснительная записка, в которой может непосредственно быть представлен анализ актуального состояния, да, либо среды, либо качества преподавания и так далее. То есть всех тех школьных процессов, которые вы можете констатировать в настоящий непосредственный момент. И уже выделив, так скажем, определенные противоречия, выделив проблематику, которая актуальна и характерна для вашей образовательной организации, вы можете перейти уже к следующему пункту, непосредственно к целеполаганию. То есть к обозначению целей и, соответственно, оформлению задач непосредственно программы. Далее, достаточно формальный непосредственно раздел – это этапы и сроки реализации программы. Я уже вам говорил по этому поводу, обращал ваше внимание на то, что вы самостоятельно в определении этих сроков и определенных этапов и так далее. Ну и дальше направления деятельности или приоритеты, которые здесь могут быть номинально обозначены пока. То есть в связи с целями, в связи с конкретными непосредственно проблемами или противоречиями, вы можете здесь их обозначить. Можете, в общем-то, не обозначать данное направление деятельности и в данном случае пропустить непосредственно этот пункт, перейдя уже к следующему, то есть к ресурсному обеспечению. То есть фактически это кадровые ресурсы, это непосредственно, может быть, финансовые ресурсы и так далее, которые потребуются, либо не потребуются и так далее. Ну и самый емкий, наверное, и самый информативный блок – это план действий по реализации программы. Именно здесь мы с вами можем как раз обнаружить все те мероприятия, все те сроки, все те ответственных лиц, которые непосредственно будут участвовать в реализации данной программы. Примерная структура паспорта представлена тоже на данном слайде, и здесь она отчасти дублирует непосредственно ту информацию, которая достаточно подробно будет представлена за ним. Это название программы, как раз, которая может звучать как программа повышения качества образования в конкретной образовательной организации. Дальше, нормативно-правовая база программы. Это, конечно же, те документы, которые сопровождают реализацию данного проекта.
Об этих документах вы можете найти информацию в данном случае на платформе «Мобильный методист» в разделе «Документы». Все актуальные документы там размещены, их просто можно номинально указать в этом непосредственно блоке информации. Соответственно, исполнители. Далее цель программы, задачи программы, целевые индикаторы и показатели, которые здесь могут быть отражены, этапы и сроки реализации программы, ресурсное обеспечение, риски, которые могут возникнуть непосредственно в результате реализации программы и так далее. И, соответственно, меры по их устранению, планируемые результаты и оценка результативности и эффективности программы. То есть каким образом вы будете осуществлять и определять непосредственно, насколько эффективно была реализована в данном случае программа. Пример оформления плана действий. Он тоже может быть разный. Вот в верхней части вы видите непосредственно, ну, наверное, в большей степени в центральной части, когда фиксируется приоритет, когда для приоритета фиксируется непосредственно цель, для каждой цели или каждая цель в данном случае дифференцируется на конкретные задачи, непосредственно фиксируется планируемый результат, обозначаются сроки выполнения и фиксируются непосредственно ответственные. Но достаточно часто в программах и прошлого года и так далее мы видим непосредственно задачный, так скажем, принцип, да, дифференциации этого плана. То есть когда фиксируется непосредственно общая задача, ну, например, разработка и принятие управленческих решений по обеспечению перехода школы в режим эффективного функционирования и развития. И дальше вы видите непосредственно в столбцах, в частности, действия или мероприятия, или содержание работ, и дальше ожидаемый результат в данном случае и сроки выполнения и ответственные. Ответственные могут быть непосредственно обозначены персонально, могут быть обозначены, собственно, по должности и так далее. То есть здесь все зависит от того, как вы самостоятельно составите эту программу. Еще раз обращаю ваше внимание, что мы не настаиваем в данном случае на каком-то точном или четком оформлении. Да? Там в случае плана действий мы предлагаем вам некоторые непосредственно варианты. Для того, чтобы, или если кому-то из непосредственно руководителей потребуется дополнительная, в данном случае, информация по тому, как разработать или как определить, какие мероприятия будут, например, актуальными или приоритетными, исходя из сложившейся образовательной ситуации в конкретной образовательной школе, мы можем также обратиться к методическим рекомендациям, которые используются для сопровождения разработки программы. Вот одни из них как раз здесь представлены. Они размещены в данном случае на платформе «Мобильный методист» в разделе «Методические материалы». Если вы не увидите в актуальных, посмотрите, пожалуйста, в архиве, потому что там тоже достаточно много, и поэтому вот там информация вся эта тоже непосредственно предоставлена. Ну и последняя информация – это, конечно же, информация о том, кто сопровождает данный проект. Еще раз хочу обратить ваше внимание, при возникновении вопросов вы можете писать либо звонить, в данном случае на мой электронный адрес, либо по телефону института. Телефон Сыктывкаре 28 60 11, добавочный 339. Да? Куратором непосредственно проекта у нас выступает это проект по научно-методической работе Мария Анатольевна Габова и Центр научно-методического сопровождения программы проекта в области образования. Уважаемые коллеги, уже почти 55 минут мы с вами общаемся. Если есть какие-то вопросы, вы можете их задать и либо в чате, либо непосредственно в блоке «Вопросы», который находится у нас в правом верхнем углу. Резюмируя, я хочу вернуться, наверное, на слайд «Ближайшие задачи», для того, чтобы напомнить еще раз, что нас непосредственно ожидает в данном случае, или на что мы хотели бы, в общем-то, сориентировать вас на ближайшее время. Еще раз, это заключение партнерских соглашений. Это, конечно же, можно рекомендовать педагогам общеобразовательных организаций, участвующих в данном проекте, стать членами республиканских методических объединений либо муниципальных методических объединений.
это, конечно же, подумать над тем, кто будет принимать участие в курсах повышения квалификации. Ну вот буквально в отношении программ Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий у нас определены 5 категорий педагогов, которые по рекомендациям просвещения им желательно или обязательно нужно будет пройти непосредственно данный курс повышения квалификации. Также мы ожидаем педагогов ваших школ и руководителей, заместителей руководителей на курсах института, ну и анонсируем непосредственно участие, не участие, а начале и старте в данном случае грантового конкурса. Как и где можно зарегистрироваться на курсы повышения квалификации учителям? Если это, спасибо, уважаемая Елена, если это касается курсов, которые будет проводить в данном случае Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий, то в муниципалитеты придет непосредственно письмо, а дальше в школы по форме, где нужно будет непосредственно указать фамилию, имя, отчество, место работы и должность участников. Будет сформирована общая база, и она будет направлена до 12 июня, в данном случае в Москву, и далее уже региональные, в общем-то, координаторы этих курсов после создания персональных личных кабинетов, да, я думаю, что проинформируют всех, опять же, участников данных курсов о том, что можно непосредственно подключаться и проходить данный курс повышения квалификации. Относительно курсов непосредственно института. Мы будем рассылать информационные письма примерно за 3 недели, за месяц, о том, что они стартуют, и о том, что мы их приглашаем, да, педагога в данном случае, мы можем указать конкретную адресную категорию. Для чего мы это будем делать? Для того, чтобы обеспечить непосредственный проезд и проживание и собрать предварительную информацию, которая нам необходима будет. Да? Как в городе Сыктывкаре, так и, может быть, в другом городе, если мы будем осуществлять в этом году выездные курсы. То есть там, в этих письмах, форма также будет приложена. Но я не думаю, что она будет принципиально отличаться. Самое главное, что здесь понадобятся непосредственно документы об образовании, в данном случае как минимум, и заявление. То есть копия документа об образовании и оригинал заявления на повышение квалификации. Это что касается курсов Коми-Республиканского института развития образования. У нас появился... Да, спасибо. Спасибо, Елена, вам тоже за вопрос. Спасибо, что интересуетесь. Уважаемые участники, у нас, в общем-то, вся информация, которую мы должны были с вами рассмотрели. Появился еще 3-й вопрос. Да? Программа перевода школы в эффективный режим функционирования необходимо разработать в июне, насколько мне помнится, Елена Николаевна. Да? Это идеальный вариант. Но обращаю ваше внимание, что действительно, поскольку у нас все и сроки будут сдвинуты относительно итоговой аттестации и так далее, да, и когда мы говорим о диагностике школьных процессов, в том числе об оценке в данном случае образовательных результатов, то мы понимаем, что настаивать на том, что в июне данная программа будет готова, будет очень-очень сложно. Потому что, да, сама аналитика, которая становится основой для разработки данной программы, она не будет полноценной без результатов, по сути, итогов года в целом. Поэтому, уважаемые коллеги, очень важно начать этот процесс, конечно же, в июне, когда, в общем-то, в течение этого месяца вы сможете получить и консультации и от специалистов КРИРО, и от специалистов муниципальных методических служб, но вы можете обращаться непосредственно в КРИРО и так далее, да, мы проконсультируем и обязательно проинформируем и так далее. Поэтому нам бы хотелось, чтобы этот процесс был завершен к 1 сентября, то есть чтобы мы в учебный год входили, я надеюсь, что мы войдем в него очно и так далее, чтобы эта программа действительно была, чтобы вы на педагогических советах, которые, как правило, проводятся у нас в августе, могли непосредственно ее утвердить, в частности, да, если это не произойдет раньше, и приступить непосредственно к реализации. Но при этом очень важно договориться еще и со школами непосредственно участниками. Отчетность, да, формируется в июне-июле, я с вами абсолютно согласен, и понятно, что без этой отчетности аналитику провести очень-очень сложно. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за
это время, которое вы провели непосредственно вместе со мной. У нас уже прошел целый час работы. Если у вас останутся вопросы, вы можете непосредственно обратиться к нам в центр, еще раз обращаю ваше внимание, да, по электронному адресу, либо непосредственно по телефону, и мы ответим на все ваши вопросы. Я благодарю вас за внимание. Насколько мне известно, у нас есть возможность получения сертификатов по данному вебинару, поэтому вы можете его получить. Всего доброго, будьте здоровы. До свидания.